Историю создания Международной недели бизнеса в Уфе обсудим прямо сейчас в рамках интервью на главном телеканале Республики. Сегодня с нами Азат Фазлыев, заместитель председателя национальной части делового совета ШОС от России. Азат Мударисович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с чего все начиналось? Вы стояли у истоков. Расскажите, пожалуйста, и вот этот путь с самого начала и до сегодняшнего уровня мероприятия. Начиналось это все в известном нам 2015 году, когда после известных саммитов ШОС и БРИКС, которые прошли в Уфе, руководитель нашей республики Рустем Зайкевич собрал нас и сказал: давайте подумаем, как мы сейчас будем конвертировать тот бренд Уфы, узнаваемость региона в мировом пространстве, именно с точки зрения интересов нашего региона. И вот тогда среди предпринимателей родилась вот эта идея создать на пространстве ШОС проект, форум именно для малого и среднего бизнеса и именно для регионального уровня. То есть у нас полное название – это форум малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. То есть мы считаем, что на федеральном уровне, на национальном уровне там все нормально с контактами, да. У крупных компаний тоже все хорошо с властью, они свои интересы научились лоббировать. А вот малыши, к сожалению, их не видят, не слышат. И второе… Хотя потенциал у них очень большой. Вообще это основа сегодня экономик многих ведущих стран мира. И мы тоже идем по этому тренду, по этому пути. И самое интересное, что мы увидели, что проблемы-то приблизительно у всех одинаковые, независимо от стран. И они как раз, большинство этих проблем решаются на региональном уровне. И вот как раз с целью обмена лучшими практиками, с целью изучения опыта, с целью все-таки посмотреть, где здесь можем мы друг другу помочь, родилась идея этого форума. Ее сразу же поддержал Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны. Сразу мы получили такой страновой уровень. И вот на протяжении уже 6 лет ежегодно Уфа становится, по сути, центром притяжения бизнесменов стран ШОС и БРИКС. То есть уже отмечено на международном уровне, что единственная это сегодня площадка, где малый бизнес именно регионального уровня может собраться, обсудить свои проблемы, обменяться опытом, и, собственно говоря, использовать это в своей ежедневной дальнейшей работе. То есть за прошедшие 6 лет было очень много мероприятий, все происходили на площадке Конгресс-холла. Это уникальная площадка, она до сих пор несет на себе символику тех самых саммитов 2015 года. Мы это специально оставили в республике, потому что это наше серьезнейшее достижение, это история, великая история, я считаю, для Уфы особенно, да. Поэтому мы гордимся, что этот наш форум, он тоже продолжает быть, несмотря на внешние риски, которые сегодня возникли, несмотря на практически онлайн-формат. У нас сегодня единицы спикеров приехали, которые традиционно поддерживают наш форум. Большинство будет участвовать в режиме видеоконференции, но мы надеемся, что, тем не менее, этот форум сегодня пройдет успешно, а 7-й, следующий очередной форум через год мы уже встретим в полноценном, офлайн режиме, когда увидим наконец-то своих хороших друзей с этих всех регионов, со всех стран, с которых на самом деле все больше и больше становится в ШОС. Поэтому на самом деле такая хорошая, добрая семья, и мы рады. Еще раз сегодня будем во время секции, во время пленарного заседания услышать своих коллег из этих стран и пообщаться с ними. Думаю, что и в следующем году все-таки будет одной из основных тем – это тема коронавируса. В этом году, в 2020-м, как вы считаете, какие главные заявления именно здесь, на Международной неделе бизнеса в Уфе, что говорят, какие мнения звучат чаще всего? Вы знаете, на самом деле тема, которая звучит от малого бизнеса, она постоянная. Что, наверное, даже особенно сегодня мы понимаем надрыв этих выступлений, это, конечно, в первую очередь меры господдержки для предпринимателей, потому что сегодня как никогда коронавирус ударил по малому бизнесу. Мы это все ощущаем непосредственно по себе, сфера услуг, общепит. На самом деле все очень серьезно и реально серьезно, особенно мы это почувствовали во вторую волну, потому что, если вы помните, первую волну, там были и каникулы, и отпуска, и меры по снижению арендной платы, то есть и льготные кредиты. И, в принципе, малый бизнес этим сумел воспользоваться. То сегодня вторая волна, пока мы не видим реальных мер поддержки со стороны как на федеральном уровне, так и на региональном. И мы, собственно говоря, и хотим использовать, может быть, эту трибуну международную, да, это даже не страновая, это действительно международная площадка для того, чтобы поднять эту
эту тему на таком уровне, потому что традиционно после нашего форума мы готовим обращения, которые направляем главам наших государств. Они учитываются, во всяком случае, в Российской Федерации достаточно активно слушают нас слышат, потому что, как я сказал, мы уникальная в этом плане площадка. Ну и основную свою задачу, конечно, вот во время работы форума и все этой недели мы видим это донести до власти остроту проблем, которые сегодня сложилась в малом бизнесе, и выработать именно реальные практические рекомендации для того, чтобы помочь преодолеть эту пандемию и чтобы бизнес остался. И 2021 год мы продолжали также активно работать, потому что рано или поздно найдутся пути решения, да, этой болезни, да, но вот, к сожалению, не так быстро в экономике восстанавливаются потери, особенно вот в сфере малого бизнеса, поскольку без господдержки это будет очень сделать тяжело. Каким образом может помочь вот это консолидированное мнение участников Международной недели бизнеса в Уфе, да, которое затем вы направите главам государств-участниц стран? Во-первых. Во-вторых, какие меры все-таки там могут быть прописаны? Ну, смотрите, мы специально подобрали таким образом спикеров нашей площадки, что это помимо выступления руководителей международного, там, странового, национального уровня, да, здесь будут конкретные практики, будет конкретный опыт поддержки как в этих странах, так и на уровне бизнес-объединений, потому что мы... Можете назвать хотя бы 3? Интересные практики. Ну, на самом деле, все это, вот я как бы анонсировать не хотел, приглашаю вот вас в том числе поработать активно на наших секциях. Ну, я расскажу об одной, потому что просто времени мало. И вот в рамках делового совета ШОС, кстати, в Уфе родилась идея создания так называемых объединенных центров делового сотрудничества ШОС. Что это такое? Это на базе активных бизнесменов, которых мы здесь видели, выступали. Мы дали им предложение, по сути, дали им крышу делового совета ШОС с тем, чтобы они создали вот такие локальные, именно региональные площадки для сотрудничества. То есть любой предприниматель, который хочет завязаться деловыми контактами со странами ШОС, сегодня он, по сути, это может делать в основном через федеральные институты, там РЭС, там XR и так далее, это вот страновые истории. Вот. А региональный аспект, он слабоват, потому что у нас Министерство иностранных дел идет на страновом уровне и так далее. Вот. А мы создали такую внеполитическую, я бы сказал, систему, да, потому что это, не государственное объединение, секретариат делового совета. Тем не менее, оно имеет очень серьезные контакты во всех странах ШОС, да, то есть, причем, так скажем так, с выходом на высшие уровни. Вот. Мы реально вот сегодня собрали на нашей секции в качестве спикеров руководителей всех отделений, которые сегодня существуют в мире, да. Вот. Они сегодня расскажут свои практические мероприятия по поддержке. Это такие, как сейчас модно говорить, конкретные кейсы, то есть когда реальные предприниматели сегодня выстраивают взаимодействие. В основном это как мы преодолеваем сложности при экспорте, потому что сегодня вот в первую очередь вот эти ограничения повлияли на товарооборот между нашими государствами, да, то, как реагируют на это дело государственные органы, в первую очередь таможенные службы, там, карантинные ведомства, очень серьезно у нас есть ограничения по линии ветеринарных служб, санитарных требований. Вот это вся эта практика, которая сегодня нарабатывается, которая очень серьезно влияет на экономику, в том числе вот для нас, для республики, интересно с точки зрения, например, сельского хозяйства, потому что, не секрет, сегодня очень хорошая сложилась конъюнктура на мировых рынках, то есть цена выросла на те экспортные культуры, которые мы умеем производить традиционно, то же самое фуражное зерно, доллар вырос, да, то есть это все дает хорошие, на самом деле, условия для развития нашей экономики, но вот есть определенные сложности, которые возникли, барьеры, в первую очередь пограничные барьеры, вот ветеринарные барьеры, да, которые мы сегодня в том числе будем со специалистами обсуждать, а дальше, вот как вы правильно сказали, уже через резолюцию мы направим нашим государствам, чтобы были внесены вплоть до того, что соответствующие изменения в законодательство, причем оперативно, быстро, не когда-нибудь там абстрактно, да, вот сегодня и сейчас, потому что это касается уже сегодняшних отгрузок, сегодняшнего экспорта. Сегодня деньги нужны нашим
тем же самым аграрием, чтобы подготовиться к весенне-полевым работам, например, уже сезона 2021 года. Мы никуда не денемся, жизнь продолжается. Более того, тема продовольственной безопасности только нарастает. В условиях пандемии это действительно проблематично. По оценкам ООН на следующий год в 2 раза увеличится число голодающих в мире. Да? Поэтому вот, на самом деле вот, есть для нас некие возможности дополнительные как для аграрного региона, да, которые, в принципе, сегодня достаточно, я считаю, нормально. Мы себя, во всяком случае, обеспечиваем продуктами питания, и есть определенные экспортные возможности. Поэтому нам очень интересно, как будет осуществляться вот это международное регулирование в части экспорта. Там, ну, импорт – это отдельная история. Вот. Так что есть над чем нам сегодня с коллегами порассуждать, о чем поговорить. Следите за результатами нашей работы. Я думаю, что будет достаточно интересно. Нам тоже действительно интересно, будем обо всем рассказывать. Спасибо, Азат Мударисович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в рамках Международной недели бизнеса в Уфе в выездной студии БСТ был Азат Фазлыев, заместитель председателя национальной части делового совета ШОС от России.